В Уфе ученые придумали новый вид зефира. Лакомство стало диетическим, все за счет секретного ингредиента. Разработку специалистов аграрного университета увидела и даже попробовала Эльмира Шаяхова. Рабочее место Анны и Альфии – типичная кухня, вот только из посуды. Здесь чашки Петри, пробирки и термометры в 4 руки. В лаборатории аграрного университета магистрантка и ее научный руководитель создали уникальный зефир. В его основе продукты пчеловодства. Для зефирной массы мы отмеряем сколько? 150 грамм сахара. 156. 156 грамм сахара. В рецепте сладкого лакомства по стандарту сахар, яблочное пюре и яичный белок. Секретный ингредиент, так называемую пыльцу-обножку, добавить чуть позже. Мы заменяли часть сахара на пыльцу-обножку. То есть таким образом мы снижаем количество сахаров в данном изделии. И при этом еще изделие обогащается полезными веществами. И теперь размолотую до мельчайших пылинок пчелиную обножку засыпают в почти готовую смесь. Главное не переборщить с дозировкой, иначе застывать будет дольше. Изначально было тяжеловато, потому что приходилось набивать руку. Зефир получился, естественно, не с первого раза с пятого, пожалуй, получилось что-то более-менее похожее. А потом уже приноровилась, начали работать. До нужной консистенции зефир доходит за 24 часа. И благодаря вот такому мини-размеру этот процесс можно ускорить. А сейчас десерт уже можно пробовать, что я и сделаю. Отметим, что новая рецептура зефира помогла уфимкам выиграть всероссийский конкурс на лучшую научную работу. Наши обучающиеся, молодые ученые выигрывают гранты на свои разработки, на этом делают науку, защищают кандидатские диссертации и продвигают эти продукты на рынок. Диетическую сладость с ярко выраженным медовым запахом и вкусом создают пока лишь для дегустации. Для внедрения в массовое производство, признаются кулинары, ученые, требуется время. Эльмира Шаяхова, Рамзиль Мигранов, Вести, Башкортостан.